Маналакай бози надорам, аммо бозӣ идома дорад. Ширкати букмекерии 1xBet. Имконияти бурд бо мо васеътар. Салам алейкум, друзья! Извиняемся, что нас долго не было, но мы пришли не с пустыми руками. Давайте все по порядку. Сегодня в выпуске предстоящий бой наших бойцов на турнире «Битва на Волге 6», замена Сайдо Самадова и Абдусамада Сангова, возвращение Муин Таджик Гафурова на октагон, титульный бой Нурулло Алиева. Хорошая новость для любителей ММА. На октагон возвращается один из лучших бойцов Таджикистана, Муин Гафуров, после двухлетнего перерыва на турнире One Championship. Последний бой Гафурова был 14 октября 2017 года в Таджикистане в рамках турнира TFC 5, то есть Tajikistan Fighting Championship. Муин вышел на бой с бойцом из Бразилии, Родриго Ферреро, где одержал победу техническим нокаутом. Нашему прославленному бойцу будет противостоять очень опасный экс-боец UFC Леандро Исса. 16 боев, 10 побед и 6 поражений. Леандро Исса, обладатель черного пояса BJJ, бразильского джиу-джитсу, чемпион Бразилии по джиу-джитсу, находится на 58 месте в рейтинге Fight Matrix. В турнире One FC он провел 7 боев и 6 из них выиграл. А также Леандро Исса считается номером 1 на этом чемпионском поясе. По сути, это претендентский бой. Это большой шанс для нашего бойца громко заявить о себе. А теперь коротко о нашем бойце. Муин Гафуров – яркий и один из самых универсальных таджикских бойцов, многократный победитель соревнований по боевому самбо в Таджикистане, действующий чемпион мира по боевому самбо, обладатель золотой медали международного соревнования по грэпплингу, многократный победитель международных соревнований по смешанным единоборствам, чемпион Москвы по боевому самбо 2013 и 2017 годах соответственно. Родился Муин Гафуров 17 мая 1996 года в городе Душанбе. На счету бойца 16 боев, 14 побед и 2 поражения. Бой пройдет 6 октября в городе Бангкок на турнире One Championship. Дорогие друзья и соотечественники, 23 сентября в городе Самара пройдет турнир «Битва на Волге 6». И там будут выступать наши бойцы из клуба Ахмат Таджикистан. В течение нескольких дней произошли ряд изменений в турнире. 2 наших бойца по той или иной причине не смогли и не смогут выступать на турнире. В связи с травмой, полученной в процессе тренировки, наш боец Абдусамад Сангов не сможет принять участие в турнире. И еще одна неприятная новость. По неизвестным причинам Сайдо Самадову запретили въезд на территорию Российской Федерации. Его заменит наш другой боец из клуба Ахмат Таджикистан Алимбаев Олимбой у Нурулло Алиева. Полным ходом идет подготовка к турниру «Битва на Волге». Сейчас боец тренируется под руководством руководителя клуба Ахмат Таджикистан совместно с другими бойцами клуба в городе Москва. Давайте чутка остановимся на претендентах за пояс промоутерской организации «Битва на Волге». Нурулло Алиев молод и агрессивен. В 2017 году список его наград пополнился званиями чемпиона мира по панкратиону и чемпиона молодежного чемпионата мира по ММА. Жажда побед у него в крови. В своем предыдущем бое он не оставил шансов опытному Расулу Мамадбекову, а в этот раз против него выступит другой боец из Дагестана. Артур Зайнуков, двукратный чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта международного класса по боевому самбо. В его профессиональном карьере только одна осечка, и в этот раз он намерен доказать, что настоящий чемпион клетки. Противостояние Таджикистана и России, клубов Ахмада Таджикистан и Eagles MMA, боевого самбо против панкратиона, опыт против молодости, где все решится 23 сентября. Последние новости таджикского спорта. Еще больше интересных новостей в нашей группе ВКонтакте и в Инстаграме. Если вы по тем или иным причинам не обладаете полной информацией про наших бойцов, вы можете посмотреть наши предыдущие ролики. В тех выпусках мы рассказали про их биографию, достижения и статистику. Понравился выпуск? Подпишитесь, поставьте лайк и напишите свое мнение в комментариях.